день, Дади Халшин. С вами снова Лейла. Друзья, я решила нам на обед с мамой приготовить такие легкие блюда, супчик и запеканку из брокколи. Но пока я вам покажу быстренько супчик. Ну ничего такого показывать нет, но просто я раз делаю, покажу. Мальчиков нет дома, сейчас солью воду. У меня было немножечко куриного филе, прямо вот немножко-немножко. Я его отварила, ну нам с мамой на один раз хватит. И добавлю, наверное, еще перепелиное яйцо. Так, картошку я кубиком нарезала. Сейчас пока она немножко поварится. Потом я не буду делать в этом супе зажарку, друзья. Зажарку. Но нарезала кубиком морковку, болгарский перец, он у меня замороженный, правда, и лук. Я его отправлю так сюда. Сейчас пусть закипит картошка. Потом и хочу немножечко добавить сюда рис. Так, картошка у меня чуть-чуть поварилась уже. Друзья, я помыла рис и немножечко добавлю риса. Чтобы совсем уж не пустой у нас был супчик. Не до такой сильной прямо диете я буду. Но хочу немножко сделать разгрузку своей печени. И заодно маме тоже. Так, вот теперь чуть-чуть поварится рис. Потом я добавлю уже морковку, лук и болгарский перец. Так, и вот теперь и рис у нас тоже минут 5 закипел. Я закину снова мясо. Оно чуть-чуть сыроватое было, поэтому я закину также без зажарки. Не буду прожаривать болгарский перец. Так, бульончик у меня посоленный. Я чуть-чуть, буквально чуть-чуть поперчу немного. И теперь все, будем ждать его готовности. А за это время я сделаю нам запеканку из брокколи. Тоже будет диетическое блюдо. Ну, более-менее в какой-то мере. Супчик мой почти готов. Я закину один лавровый листик сюда. И он немножечко еще покипит. И все. И будем делать запеканку теперь. Так, и сразу же я буду готовить запеканку, друзья. Тоже так, диетическое блюдо тут будет, более-менее не очень жирное. Так, кто у меня давно на канале, знает, что я брокколи замораживала. И она у меня чуть-чуть тогда была отварена, она поэтому готова. Если брокколи свежая, то ее, конечно, нужно в кипящей воде 2-3 минуты поварить. У меня уже она готова, разморозилась. Я ее еще вчера вынула из духовки. Ой, совсем путать стала. Духовку включила и из духовки, из морозилки. Капуста, как вы знаете, у меня своя, из своего огорода. Я ее каждый год сажаю. И, в принципе, делаю часто салатики и варю супы, потому что было сказано, что она очень хорошо помогает снижению холестерина. А у меня какое-то время был повышен холестерин, но вот недавно, когда я сдавала анализы, у меня холестерин в норме. Но, тем не менее, придерживаться диеты мне все-таки надо. И вот будут у меня, хочу недельку разгрузочную такую дать, именно для себя. Но маме, конечно, не так строго я буду диету делать, хотя сбалансированная диета и маме не мешает. Так, все, она не очень такая. Так, картошечка уже начала вариться. Я хочу туда закинуть немножечко все-таки риса. Я помыла, ну не могу сказать сколько. Это уже сами вы будете смотреть, потому что я же не знаю, сколько у вас будет жидкости. Да и я не знаю, сколько у меня тут. Просто на глаз. Закинула рис, чтобы он совсем не был такой вот пустой. И сразу же закину нарезанные кусочками морковку и лук. И пусть все вместе варится. Бульончик у меня чуть-чуть подсолен. Как я сказала, никакой зажарки я делать в этот супчик не собираюсь. Он будет действительно все очень легкий. И все, пусть теперь варится. Пока. Так, мне нужно принести сливки.
Так, и, друзья, знаете, что мне нужно для того, чтобы запеклась, ну, сделать запеканку из брокколи? 500 грамм брокколи. Я выдавила вот один зубчик чеснока. Сюда буду делать заливку для брокколи. Мне нужно где-то 100-130 грамм сыра. Ну, моцареллу голландского. У меня такой российский сыр, российского. Нужно 2-3 яйца. У меня, друзья, яйца перепелиные, я их разбила, потому что в действительности у меня очень много пропадает уже перепелиных яиц, и я поэтому решила сделать, добавить туда перепелиные. У меня курочки начались нестись, мне очень приятно это покупать. Уже не надо давно, почти ну, штук 10, по-моему, несутся. Точно я не знаю, сколько у меня там кур, не считала. Так, супчик мой варится. Теперь, значит, укладываем брокколи сюда. Смазывать не будем, потому что у нас сливки. Если честно, у меня сливки тоже можно, там было и написано в рецепте, что не обязательно сливки, можно молоко. Я тоже не хочу жирные сливки, потому что действительно диета у меня это молоко, ну вернее не молоко, а сливки, которые на молоке, не просепарированные. Просто я сняла молоко, сливки с молока, ну и вместе чуть-чуть с молоком, чтобы не было очень жирно. А так, если кому не обязательно диетическое, то можно жирные сливки. Что можно было бы или... Ну ладно, побольше формочку. Пускай будет такая. У меня есть еще побольше формочка. Ну ладненько, пусть будет так. Так, значит, здесь у меня чесночок, как я сказала. Наливаем сюда сливки. Так. 2-3 яйца туда надо. Ой, разогналась. Неаккуратно получилось, ну ладно. Я тут начала считать и счет потеряла. Тут, наверное, больше, чем 2-3 яйца, потому что перепелиные маленькие, я не буду все добавлять. Так вот. Этим тоже найдем применение. Так, надо чуть-чуть посолить. Сыр соленый, я не очень-то буду увлекаться солью. И чуть-чуть поперчу. Конечно, для диеты не надо было, но буквально чуть-чуть, много не буду. Вот так вот. Так. Я сюда все-таки, друзья, добавлю столовую ложку муки, потому что все-таки у меня не жирные такие сливки. В них лучше добавить муку. Вот так вот. Немножечко добавлю муку. Духовку я уже включила. Я точно не могу сказать, сколько градусов, потому что вот сейчас я в действительности знаю, что мне надо было купить духовку получше. Ну, в смысле, кастрюлю получше. Я ее покупала где-то год назад. Ну, думаю, куплю попроще, чтобы не так долго, ну, не так дорого было. Потому что в новую кухню, когда я ее закончу делать, то все равно ее туда не перенести, туда надо будет хорошую. И чтобы так много не тратиться, купила такую. Нет, ни таймера там, ничего не показывает она. Но теперь пожалела, потому что, чтобы вам сказать, что да как у меня не получается. Ну все. Уже соединилась. Я сегодня неряха из нерях. Так, значит... Извините.
Теперь вот так вот. Может быть, даже муки надо было больше. Ну, посмотрим, что у нас с этого получится. Я не хочу жирные сливки, сметану сюда ложить все-таки. Посмотрим, что получится у нас. Вот. И теперь присыплю сыром. Ну, может быть, это не очень диетическое, но все равно легкое блюдо, друзья. Все-таки разгрузка будет моей печени, мне кажется. Не знаю. Напишите, правильно ли я это делаю. Или, может, мне нельзя. И даже в таком виде ее есть. Не знаю. Совсем без ничего, конечно, она тоже будет невкусная. Так, посмотрим. Так, все, и теперь в духовку. Пиканка тоже моя уже готова. Вот так она получилась. Теперь я положу, налью супчик и покажу вам. И мы пообедаем, и потом я займусь своими другими делами. Так, супчик я налила. Я еще отварила, я говорила, что буду варить перепелиные яйца. И закинула яйца, потому что мяса у нас все-таки мало для мамы и для меня. Так, сейчас я нарежу запеканку и покажу вам, как она получилась. Аромат чеснока все-таки дает свое знать. Я не добавляла никаких трав, но на любителя. Я не люблю просто аромат разных трав. Если вы любите, добавляйте. Когда заливаете вот сливками, можете добавить любые там травы прованские или еще какие-то, какие вы любите. Вот запеканка получилась. Жалко, у меня нет просто свежей зелени, как-то украсить блюдо. И вот, друзья, наш такой диетический, можно сказать, обед с мамой готов. Сейчас мы пообедаем, и я, наверное, буду уже лепить пельмешки. У меня заказ. Буду лепить пельмени, может быть, немножко с вами поговорю еще. Ну вот как-то так, друзья, не знаю. Если я буду с вами говорить и показывать пельмени, то вы увидите. А если нет, я просто попрощаюсь с вами пока, потому что я точно не уверена, что и как. Ну вот, как-то так, друзья. Я надеюсь, вам было интересно, что я приготовила сегодня на обед. Так, друзья, у меня были гости, только что вот отъехали. Я не успела сделать ничего, мы просто пообедали, и приехали мои родственники. Вот они уехали, я их проводила. Ну и решила все-таки закончить свой влог, потому что, видите, уже вечереет у нас. Хотя, ну, быстро же сейчас темнеет, во-первых. Во-вторых, если я сейчас начну делать пельмени и что-то снимать, то это будет очень долго. А у нас все-таки не очень быстрый интернет, хотя я и подключила такую эту ИТТ у нас называется, не знаю, что это такое. Но тем не менее, все равно часа 2-3 мне нужно загрузить это видео. Поэтому просто вот решила вам показать свою улицу немножко, пройдусь. Ну, немножечко поговорю с вами. Холодно, видите, промозгло. Утром вообще моросило. Мне надо помыть окна очень. Позавчера был такой солнечный день. Вот жалею, что в тот день не помыла эти окна свои. Вот так вот. Видите, друзья, рядом здесь вот это вот все. Вот эти вот у меня
забор приедет, наверное, сын доделает. Когда у нас был вот весной сильный град, снесло вот это все было снесено, и вот кусочек этого кирпича тоже был, ну, столбика был снесен. Ну, очень много у меня недоделок, недоработок во дворе и в доме. Ну, что поделаешь, как есть. У меня даже был комментарий под видео, где я показываю свой дом, чем вы там хвастаетесь, чему, что такое, везде недоделки. Ну, в принципе, по большому счету я не хвасталась, я просто показывала, что у меня есть. Не знаю. Алхамдулилла, я рада, что у меня это есть. Хвастаться, не хвастаться, я не знаю. Я могла бы и без этого остаться. И чтобы у меня могло быть, и этого не могло быть, по большому счету. Я просто показала, что есть. И все, что я показываю, тоже это только то, что у меня есть. Я ничего не приукрашаю, ничего не знаю. Ну, короче, не знаю. Поэтому я и не умею что-то как-то. Показываю, что у меня есть. Видите, много недоделок. Забор, который мальчики сделали, все-таки он немножечко у нас... Там, видимо, столбики плохо были сделаны. Надо еще доделывать. И дом надо доделывать, и облицовку делать, и закрывать вот этот вот перед домом навес. Работы очень много. Ну, как получится, так и будем делать. Что теперь? Крыша есть. Вроде бы есть, поесть нормально. Алхамдулилла, люди живут намного хуже. Я и не хвастаюсь, и не радуюсь, и не огорчаюсь. Я довольна тем, что мне дает Аллах. Что есть, то есть. Вот эти вот новый дом, который мои соседи, вот этот весь участок, и вон до этого дома с мансардой, это получается тут 5 участков. Эти 5 участков я когда-то сажала огурцы. Здесь было загорожено колючей проволокой. И мне вот хозяева, 3 участка были одного хозяина, а 2 участка были другого хозяина. Они мне оба отдали их, и я года 3, наверное, сажала тут огурцы, причем шпалерные, причем с капельным поливом. Ну, а потом они продали эти участки, вот эти 3 участка. Ну, это вообще-то считается 2 участка, но он их разделил по 10 соток, хозяин. Вот дом, который здесь построен на 10 сотках, это одного. И вот эти 20 соток тут продаются. И вот эти 2 участка еще. Тут тоже вот он дом построил, это другой хозяин. Ну, уже тоже он продал их. Ну, и этот дом сейчас продается. Не знаю, кто здесь будет. И, как видите, впереди меня вообще никого нет. Вот это... Но и вот этих домов, которые вы сейчас видите, которые вот я сейчас снимаю, когда я переехала сюда жить, их не было. И этого дома не было, вот что вот рядом со мной с елками. И на моей улице тоже, сколько я вам скажу, был 1-2 дома только было, когда я сюда переехала. На этой улице тоже никого не было. Потихонечку они начали строиться. И все-таки уже, видите, все закрыто. Был вот были вот эти вот, да, не были, а был один дом вот впереди меня, вот этот поменьше который. И все, и здесь было все пусто. И этого дома с мансардой не было. И вон того углового дома не было. Вообще пустота была от новостройки. И вы знаете, как-то я даже и не боялась. Мы не боялись здесь жить. У нас долгое время не было ни забора, ни большого этого дома. Мы жили в этой маленькой времяночке. И ничего, и всей семьей и помещались, и не жаловались. Все было хорошо. Так что где бы человек ни жил, он по-любому устраивается, живет, что поделать, что ему дано, то он и несет, как говорится. Вот так вот, друзья. Это небольшое такое. Я вообще-то не снимала вам. Хотя вы мне все мои подписчики, многие, не все, конечно, всем интересно показать, чтобы село 2-3 раза Ибрагим ходил, мне снимал, но почему-то ему не нравилось, он удаляет. Очень его прошу снять село, чтобы показать там школу, мечети, магазины более-менее крупные. Но он этого не делает.
Я хоть тут и не коренной житель, но мне очень нравится мое село. Мне нравится тем, что здесь рядом город, минут за 10-15 мы доезжаем до города, это очень хорошо. Я не люблю больших городов, ну, у нас, в принципе, нет таких больших городов, но тем не менее, я не люблю город, я не хочу жить в городе, но вблизи города это все-таки намного лучше, мне кажется, но в селе. По-любому я житель сельский, я земляной червяк, как говорится, без земли не могу. Мне нужно копошиться, мне нужно что-то делать, мне нужно, чтобы было хозяйство. Не знаю, насколько, конечно, меня хватит, но вот такой вот я человек. Вот так вот. Дома тут, конечно, построены некоторые очень красивые, интересные. Я как-нибудь в солнечную погоду, я уже в куртке хоть, но уже замерзла. Если будет такая вот хорошая погода, действительно выйду. Вот я не знаю, я вообще стала страшной домоседкой. Не выхожу, вы не поверите, никуда не хожу. Я уже говорила в прошлом влоге, что я даже в магазин не хожу. Не то, что в магазин, я даже до соседки не хожу. Представляете? Вот как села дома до карантина, и все, я вот безвылазно. Единственное, что вот если бывают у родственников свадьбы, и на похороны надо поехать, да, это уже делать нечего, еду. А так, вот мне даже лень пойти в магазин. Просто лень в действительности. Я пишу записку, и то, что надо, продавцы моим мальчикам отдают. Вот так вот. Эти мои соседи недавно, года 2, наверное, максимум 3, может быть, переехали сюда жить еще. Молодая семья. Ну и мама их не с ним. Вот так вот, ладненько, пойду я дальше, домой уже, не буду дальше идти. Просто у нас здесь компактно не живут, поэтому именно на моей улице туда дальше уже более заселенная все-таки. Просто когда мы покупали, у нас не было так много денег, мы купили землю, когда они были еще стоили, один участок у нас стоил тогда 100 тысяч. Мы купили 2 участка. Сейчас этот участок уже, по-моему, если я не ошибаюсь, даже, по-моему, и 800 тысяч стоит. И если не весь миллион, точно не могу сказать, если честно, я даже не интересовалась, но уже намного-намного дороже. Все, теперь пошла я домой. Приберусь, после гостей надо посуду убрать, все убрать. К вечеру как раз еще мальчики придут, им надо что-то приготовить. Буду думать, что готовить. По-моему, у женщин одна проблема, что приготовить. Ладно, давайте, не буду вас больше томить. Всех благ вам. Скорее всего, этот ролик выйдет сегодня и будет ночь уже, наверное. Всем вам спокойной ночи. Всего хорошего, чтобы вы все были живы и здоровы. Ну вот как-то так. И если что, извините меня.